Спустя 2 суток после начала энергетической блокады полуострова в Щелкино Ленинского района Крыма, в котором нет газа, появилось электричество. Его дают на 2 часа в сутки. Как крымский город энергетиков живет без света, в сюжете 15 минут орг. Так выглядит Щелкино вечером в свете автомобильных фар. 2 суток поселок, в котором нет газа, был полностью обесточен. Люди не могли ни согреться, ни приготовить поесть. 2 дня никаких результатов, а сегодня вот начали понемножку давать хотя бы свет. Вот сейчас дали часа, наверное, на 2, а потом отключат. Ну, как бы понемножку. Вот, слава богу, организовали кухню, хоть детки могут покушать, кому свет не дали утром. Завтракать. Ну, как бы более-менее вот сегодня начали что-то делать. Руководство Крыма ушами прохлопало. Сколько будет? Если воду перекрыли, значит, начали бурить скважины. Значит, в это время надо было ставить опоры и проводить с Краснодара свет. В понедельник сотрудники МЧС развернули на центральной площади городок жизнеобеспечения. Здесь можно обогреться, зарядить мобильный, разогреть свою еду или поесть на полевой кухне. С утра была гречневая каша с тушенкой, суп. А во второй половине дня делали уху. То есть все вот, да, постоянно у нас кипяток, постоянно люди берут. Свет здесь появился только во вторник. Дают его по графику на 2,5 часа. Люди собираются возле стенда с объявлениями, чтобы узнать, когда в их доме включат электроэнергию. Электрическую энергию тут заменили на позитивную. А что это такая большая беда? Что надежда, есть да, беда еще в селе. Знаете, взять тот же Донбасс. С блокадой Ленинграда не сравнится. Мирное Вода небо. есть, свет дают, пусть 2 часа, но его дают. Успеешь и постирать, я же говорю, и сварить, и что-то сделать. Вот так вот, нормально. А без телевизора можно прожить. А интернет обещают. Местные власти теперь каждый день в полдень обещают встречаться с местными жителями, чтобы информировать о ситуации в городе и в Крыму. Из-за отсутствия электроэнергии люди лишены новостей. Взяли бы, организовали экран, чтобы хоть смотреть, люди пришли, узнали какие-то новости. Вот, например, сегодня Турция сбила российский военный самолет. Никто ничего не знает. Единственное место, где сейчас можно обменяться информацией – центральная площадь, названная в честь Крымской весны. Главная обсуждаемая новость – строительство энергомоста из Краснодарского края. Люди уверены, что он сможет вывести город из тьмы. В Симферополе не работают заводы. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации столицы Крыма. В связи с чрезвычайным положением остановились пневматика, Симферополь-Сельмаш, пивной завод «Крым», «Фиолент», Симферопольский электротехнический завод, Симферопольский ремонтно-механический завод и другие. Прекратило работу предприятие «Крым-троллейбус». Как долго промышленность столицы будет отдыхать, пока неизвестно. Ажиотаж на товары в Крыму не прекращается. Люди выстраиваются в огромные очереди. Особенно дефицитный бензин. На его продажу введены ограничения. О ситуации с топливом в сюжете 15 минут орг. Бензиновый кризис в Крыму не утихает. Многие заправки закрылись из-за того, что нет топлива. На тех, где бензин еще остался, огромные очереди. В Старом Крыму она растянулась на полкилометра. Водители тратят по несколько часов, чтобы добраться к колонке. Я сейчас двигаюсь из города Судака и хотел там заправиться на заправке, но там ситуация вообще патовая, потому что всего 2 заправки и ни одна не работает. На одной бензин закончился, на другой просто генератор вышел из строя. По Старому Крыму здесь 5 или 6 заправок, но ни одна не работает в связи с тем, что просто бензина нет. Вот единственная заправка, которая сейчас дает бензин. И вот видите, уже 2 часа времени потеряли и все, не заправились. И сколько бензина дадут. Заправщикам соседней АЗС остается только наблюдать за тем, как работают их коллеги. Здесь бензин закончился вчера. За день распродали 4-суточную норму, а новое топливо не подвезли. Нету поставки через паром. По причине то, что из-за погодных условий объясняют так, что был ветер, задержка произошла. И так как сейчас нету света, отправляют генераторы, все вот это то, что необходимо для первой этой. И вместе с этим бензин не успевает количество обеспечить все заправки.
На АЗС, где топливо есть, водители пытаются максимально запастись бензином. Многие заливают его не только в бак, но и в канистры для генераторов. Из-за этого на заправке ввели ограничения. Сначала отпускали не больше 30 литров в одни руки, потом снизили норму до 20.